Окна Дома культуры сельского поселения Новый Редант постепенно окрашиваются в цвета победы. Здесь георгиевские ленточки, гвоздики и, конечно, голуби – один из главных символов мира. Ребята с большим вдохновением водят кистью по стеклу, одновременно отмечая, что никто не забыт и ничто не забыто. 9 мая – это очень важный день. Это день, когда наши деды, прадеды, отцы отдавали свою жизнь, шли на войну, чтобы мы жили спокойно. Эти символы ассоциируются с этим очень важным днем. Георгиевские ленты 9 мая. Эти рисунки и музыкальную композицию воспитанники дома посвящают Дню Великой Победы над фашистскими захватчиками и всем героям отчизны, храбро и стойко перенесшие все тяготы Великой Отечественной войны. Воспитанники Дома культуры Нового Реданта ежегодно становятся участниками различных патриотических мероприятий, посвященных 9 мая, основная цель которых – создание атмосферы одного из главных праздников страны, передача молодому поколению его традиций. Этот праздник для нас, для всех, имеет очень большое значение, потому что наши герои и ветераны, рискуя своими жизнями, дошли до победного конца ради нашего светлого будущего. И мы, каждый из нас, в том числе и наше подрастающее поколение, должны чтить память каждого ветерана Великой Отечественной войны, отдать дань памяти каждому ветерану. Активными участниками патриотических акций к 9 мая являются и воспитанники Дома культуры сельского поселения Зязиков-Юрт. Сегодня вместе со своими руководителями они подготовили книжную выставку, на которой представлены труды ведущих российских историков, произведения писателей-фронтовиков и, самое главное, бесценные живые свидетельства, воспоминания участников войны. Выставку приготовить. Кинешкаш 9 мая хантом. Чуабак хэтсун юмор камлил дашхоч. Гадают мероприятие престидач. Память о той страшной дате должна сохраниться, передаваясь от поколения к поколению, а узнают об этом благодаря произведениям о войне, написанным солдатами, офицерами, военными корреспондентами. Стаднюк «Война» написано тоже за войну. О войне, о героях, о мужестве солдат, как начиналась война. А «Лица победы» – это журнал «Литературная Ингушетия». Тут это ингушские герои, чтобы люди помнили, что если солдаты не отдали жизни за нас, нас бы не было на свете, и чтобы они помнили, знали. А вот в Доме культуры Средние Очелуки к празднику уже готовы. В числе активных воспитанниц Динара Хаутиева. Ни одно мероприятие не остается без ее участия. Так и к 9 мая девочка подготовила стихотворение под названием «1418 дней». Было все под силу им, если были пройдены 1418 дней. Перед нашей Родиной мы вочтемся славою. Все, кто кровью собственной породился с ней. Шла война великая, шла война кровавая, 1418 дней. 9 мая – это не только великий праздник, но и день памяти о тех, кто подарил нам право на будущее. В этом списке 28 солдат из сельского поселения Средние Очелуки, которые мужественно отстояли мирное небо над головой и тем самым защитили честь своей страны и народа. Хаве Полонкоевой даже удалось лично познакомиться с некоторыми героями. Один из них – Ахмед Аздоев, участник Сталинградской битвы. Очень тяжело ему было вспоминать, как он воевал. Он вернулся на родину в 1947 году. Он даже рассказывал, что они дошли до Берлина. И как ему было обидно, когда он приехал на родину, что здесь не нашел своих. Родины-то не было, выслали наш народ. И вот ему очень тяжело было вот это вспоминать. Да, также вот многие из них очень трудно, очень тяжело говорили об этой войне. И каждый раз желали, чтобы наше поколение никогда этой войны не видело.
Патриотические мероприятия в образовательных учреждениях региона к дате Великой Победы проводятся ежегодно, чтобы сформировать чувство патриотизма, сохранить память о подвиге наших солдат в Великой Отечественной войне. Малика Измайлова, Сулейман Костоев. Новости 24.